Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что ждет вас на будущей неделе? Что по судьбе? Что принесут, чем порадуют следующие 7 дней? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что ждет меня на будущей неделе? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну здесь вы что-то будете получать результаты, награды, подарки. Что-то будет приходить к вам в вашу жизнь, либо в ваш дом. Смотрите, мои хорошие, очень много поступлений, чего-то материального, чего-то важного для вас. Это то, что можно в руках подержать, потрогать, ощутить. То, что имеет ценность материальную и ценность, вот знаете, в качестве, наверное, каких-то ощущений, чувств. Да? У вас очень много контактов с людьми происходит. Причем люди по большей части хорошие, те, кто для вас, к вам идет, для вас что-то делает, помогает, подсказывает, дарит, приносит. Какое-то прям наполнение от людей идет. Вот. Но при этом с левой стороны у вас тут один персонаж странный вырисовался. Но мы позже о нем поговорим. Давайте пойдем сначала. Смотрите, в самом начале недели у вас идут дороги, причем дороги достаточно непростые. Для того, чтобы эту дорогу осуществить, либо пройти даже этот путь, придется делать усилия. Усилия как над собой, так и над какими-то обстоятельствами. Да? Придется побороться, придется с чем-то, либо с кем-то столкнуться, потолкаться с этим человечком, да? Либо дать отпор той или иной ситуации и добиться своего. Возможно, дела, какие вы начнете, потребуют от вас действительно колоссальных усилий. Возможно, придется несколько раз сходить, что-то переделать, дополнить, доделать. То есть у вас идет дорога непростая, она витиеватая, как с одной, так и с другой стороны. То есть с чем-то придется таким столкнуться. Просто вот не будет. Нет легкого пути, нет легкой дорожки, что вот задумал, иду, делаю. Нет, здесь какие-то могут возникать непредвиденные обстоятельства, но вы в силах с ними справиться. Кстати, если вы ждете кого-то на этой неделе, либо человек вам обещался приехать в гости, либо нанести визит, либо в принципе, да, человек должен вернуться. Вернется, но не в загаданный срок, не в озвученный срок, а немного попозже. То есть, например, человек говорит, я приеду во вторник, а приедет он в четверг, либо вообще в пятницу. То есть идут какие-то осложнения по дорогам. Это не ваша вина, это вина тех, кто там мешается, да, либо кто создает какие-то сложности и себе, и другим людям. Тут выходит прям такой активный человеческий фактор. Кто-то по глупости, кто-то по принципам, кто-то еще по каким-то причинам. Да? То есть люди будут чудить, и из-за этого не все так получится и сложится, как вы изначально запланировали. Так, еще здесь прям вышел рыбий хвост. Смотрите, какой большой рыбий хвост. Но это какая-то иллюзия, у кого-то это разочарование, у кого-то это действительно мыльный пузырь, который лопнет, но он в левой стороне. Это то, что вам могло навредить, это то, что вам могло помешать. Может быть, вскроется, что кто-то хотел обмануть, либо кто-то там крутил, мутил, да, вертел. Это все раскроется. Будет неприятно, честно скажу, неприятно, а особенно это может быть неприятно, если связано с вашими детьми. Например, да, придут там результаты экзамена, либо что-то вы узнаете, там ребенок где-то провинился, либо что-то где-то сделал. Значит, мои хорошие,
ничего тотально страшного не происходит. С любой ситуацией можно справиться, там ругаться, разочаровываться. Это последнее дело. Постарайтесь из этой ситуации извлечь какой-то урок. Не только для себя, но и для того, кто это все закрутил, замутил. Это не ваше разочарование. Но тем не менее. Смотрите, просто здесь у меня вот рыбий хвост, на нем стоит маленький человечек, и рядом стоит ваша фигурка. То есть маленький человечек, опять же, это ребенок может быть, а может быть человек, который сам из себя ничего особо не представляет, который там забрался, там наобещался. И вот окажется, что это все рыбий хвост. Значит, мои хорошие, еще раз говорю, ничего плохого не происходит, никаких трагедий нет. Да, какое-то легкое разочарование. И не надо на этом заострять внимание. Выносим уроки. Максимум там читаем какую-нибудь, ну, не знаю, какие-то морали, да, там, либо какие-то наставления, поучения. Но не более того, не перегибайте палки. Потому что этот человек, он и сам будет себе не рад за то, что так вот случилось, за то, что так произошло. Дальше, мои хорошие, возможно, какие-то серьезные траты. Траты эти связаны либо с вашим домом, либо с вами, конкретно лично с вами будете тратить там, на одежду, на вашу внешность, на здоровье. То есть траты достаточно серьезные. Возможно, даже больше, чем вы, например, планировали. Возможно, больше, чем у вас даже этих средств имеется. Но, тем не менее, эти траты, они будут происходить. И они для вас все-таки как бы эмоционально негативно окрашены. Ну, конечно, неприятно, когда ты тратишь больше, чем запланировал, особенно если у тебя этих денег ограниченное количество. Но, тем не менее, все, что вы потратите, оно либо окупится, либо, ну, вот принесет вам какое-то благо, какую-то пользу. То есть траты будут, и вам от этого никуда не деться. По поводу поступления денег. Если поступление будет, то это самый конец недели. Причем, скорее всего, вот я вижу, что вам кто-то как передает, то есть к вам кто-то вот прям подталкивает монетку. Вот. Ну и монетка достаточно такая увесистая. Либо вам передадут деньги. Ну, например, да, тот, кто вам помогает, поддерживает, вам может дать денежку. Либо вам выдадут в кассе эту денежку. Ну, вот прям самый конец недели. Рабочей, да, недели. Дальше, мои хорошие, здесь будете решать, скорее всего, с каким-то человечком, близким вам, да, может быть, друзья, может быть, родственники, будете кому-то помогать, решать чью-то проблему. То есть у вас получается одна головная боль на двоих. Два персонажа и вот прям связаны одной головной болью. Ну, это благое дело, помочь ближнему, тем более, если это родной человек, если это близкий друг. Ничего страшного, справитесь. Одна голова хорошо, а две лучше. И даже если они побаливают, это не страшно, это не критично, все получится. Дальше, мои хорошие. Семья, дом. Ну, в доме что-то будет происходить. То ли будет какая-то перестановка, то ли будет какой-то сабантуйчик. То есть что-то будет двигаться, и в доме ждет работа. Кто-то, может быть, ремонт начнет, либо будет подготавливать к ремонту, а кто-то будет потом очень долго убирать, там, последствия какого-то праздника. Но, тем не менее, вот такие хлопоты домашние идут. Также хочу обратить ваше внимание на безопасность вашу и вашего дома. Здесь будет очень важно быть начеку, проверять двери, чтобы все было закрыто, чтобы вы случайно ничего не забыли, включенные электроприборы. Также выходите на улицу, чтобы у вас там все важные вещи были надежно спрятаны, и вы контролировали всегда, где ваши вещи, кто там рядом с вами трется, да, особенно в транспорте. Это очень важно, потому что есть риск того, что что-то пойдет не так. Да, могут, извините, там карманники всякие поблизости вас орудовать, могут, там, ну, не дай бог, конечно, да. Кстати, вот еще важный момент. Дверь, ваша входная дверь, обращайте внимание, почему-то идут какие-то, ну, не знаю, вандализм, что ли, какой-то, да, могут нарисовать что-то, либо какую-то метку поставить, могут что-то подкинуть даже вам под дверь. Но здесь как хулиганство идет.
То есть ничего серьезного, хулиганства, но люди, которые эмоционально нестабильные, они могут подумать что угодно и там испугаться, и накрутить себя и прочее, прочее. То есть если вы с этим столкнетесь, просто знайте, что кто-то балуется, да, балуется, человеку нечем больше заняться, и вот он этим балуется. И, кстати, если будете искать кто, это делает человек пожилой. Это не ребенок делает, это не какие-то там хулиганы. Это пожилой человек вот такой дурью занимается. Видно, скучно, и вот он. Это мужчина, да, это мужчина, пожилой мужчина, возможно, даже сгорбленный. Вот, и он вот этим вот делом занимается. Порча какая-то, вот именно имущество. Да? Не думайте, что кто-то на вас порчу делает. Нет, это вот специально человек заскучавший, да, вот так себя реализует, да, свою энергию тратит. Нет бы там пойти что-то хорошее сделать, а нет, людей пугает. Так, еще новостей как-то мало у вас, информации как-то у вас мало, то есть нету ничего-то прям такого важного, активного, какая-то рутина в основном идет. На работе, кто у меня работает, в принципе, то же самое. Как-то вот все как всегда, да, все как всегда. Хотя, возможно, будут какие-то разговоры, связанные то ли с, опять же, перестановкой, да, либо ротация, может быть, какая-то будет происходить. Но, опять же, это дальше, чем разговоры, не двинется. Просто вы поговорите, может быть, свое мнение озвучите, но не более того. Может быть, даже какое-то анкетирование вы будете проходить. Не знаю, что-то такое. Вот не особо важное, но разговоры будут. Так, по левой стороне вот он, этот персонаж. Мне не очень нравится, потому что персонаж с рожками. Рожки. Но, возможно, этот человек, он как-то вам мешает. Возможно, этот человек пытается вами манипулировать, либо давлеет над вами этот человек. Вот как-то себя проявит. Вот не ждете вы, да, вроде не ждете, вроде все нормально. И вот что-то выбросит такое, знаете, фееричное, то, что на голову не оденешь, какой-то поступок, либо какое-то поведение. Кстати, девчонки, у кого муж любит вот это дело, да, себя допингом побаловать, будьте поаккуратней, потому что вот где-то он налижется, придет на четвереньках, там весь грязный, потеряет что-нибудь, да, какие-то вот прям неприятности, да, неприятности из-за этого произойдут. То есть скажет, что я там иду на работу, вернусь в 5, а придет он в 5 утра, вернее, даже там к 5 утра, весь там побитый, извалявшийся в какой-то грязи, да, там без денег, без телефона и прочее, прочее. Ну вот идет какое-то чудо, просто чудо, и причем такое на голову не оденешь. Вот. Либо если у вас, например, родственники, там, ну, допустим, родственники, да, которые не отличаются какими-то особыми родственными связями по отношению к вам, либо ведут себя там не совсем корректно. Ну, например, да, там, свекровь вдруг там придет с какой-то проверкой, начнет наводить свои порядки, какие-то претензии от нее пойдут, там, детей ты неправильно воспитываешь, и там борщ ты неправильно варишь, и то ты не делаешь, и это ты такая сякая, и прочее, прочее, да, будет наводить порядки. Ну, чудить будет человек, чудить. От этого, к сожалению, я не вижу, как уйти. Это вам просто как предупреждение, что, возможно, будет такая ситуация. Но реагируйте по обстоятельствам. Поймите, что у человека явно там какая-то бесовщина внутри завелась. Ну, святая вода помогает. Окропите этого человека святой водой. Вот. Ну, здесь, конечно, да, чудо будет какое-то. Начудит человек. Так, что еще? Здесь у вас идет возможность что-то приобрести. Либо вы загоритесь таким желанием что-то приобрести. Подумайте 10 раз. Потому что эта вещь, она не оправдает ваши ожидания. И тем более ее стоимость какая-то идет то ли завышенная, то ли как вообще неадекватная что-то идет.
Вот. Если прям очень-очень хочется, подумайте несколько раз, а лучше с этой мыслью переспите, а потом спросите себя еще раз. А еще лучше найдите отзывы по этой вещи, либо по этой покупке. Вот что люди говорят, кто уже купил, кто пользовался, какие отзывы дают. Возможно, у вас сразу это желание и пройдет. Даже, возможно, кто-то вас будет подбивать, чтобы вы эту покупку совершили. Здесь нужно быть очень аккуратным человеком и несколько раз подумать. И причем, знаете, она какая-то эта вещь прям может быть очень дорогостоящая, может быть даже вам как кредит нужно будет брать под эту вещь, но оно того совершенно не стоит. Так, еще для тех, кто у меня общается, встречается, но здесь какая-то ревность может пойти, причем ревность с вашей стороны. Вот вы будете ревновать вашего любимого человека, и это не на пустом месте, что вы там себе не думали. Да, у вашего человека нет интереса, но к вашему человеку есть интерес. Вот, так что не вычитывайте своего любимого человека, а пойдите лучше с этим интересом, да, интересующимся человеком разберитесь. Там четко нужно обозначить барьеры, границы и, да, точки, какие нельзя пересекать. То есть, если вы женщина, то, возможно, какая-то соперница там хвостом начнет крутить перед вашим мужчиной, и это хвоста нужно ей надрать хорошенечко так, чтобы больше не заходилось. Если вы мужчина, возможно, какой-то, ну, скажем так, ловелас, там, Казанова появится возле вашей женщины, будет ее там засыпать комплиментами. Ну, там, я думаю, мужчины знают, как разбираться. Вот. Не ругайте своего партнера, потому что если вы еще поругаетесь, ну, вы как на руку этому сопернику либо сопернице сыграете. Вот этого делать не стоит. Так, еще интересно, у кого-то будет новость добрая, связана она с беременностью. Кто-то официально получит документ, что вы беременны, а кто-то почувствует, да, либо... Ну, женщины знают, да, там по дням и по состоянию, там, критические дни, да, не приходят и прочее, прочее. Вот прям, да, будет у вас такое настроение, что вот я беременна, вот, и порадуйтесь, порадуйтесь. Для кого-то будет неожиданно, но все равно приятно. Возможно, подруга с вами поделится, что вот у меня там задержка, либо я получила результаты, и я, да, беременная. То есть прям так настроение хорошее будет. Так, еще. Здесь какой-то человечек удочку закидывает в вашу сторону. Но я так понимаю, что это похоже, либо, знаете, на начальство, на руководство. Кто-то вами заинтересован. Заинтересован как работником, как специалистом, как опытным человеком. Кто-то будет закидывать удочку, какие-то будут странные там диалоги, странные разговоры. Ничего не понятно, а человек вас будет прощупывать. Вот насколько вы там, ну, готовы работать, насколько вы там хотите повышения, либо перейти на новую должность, на какую там зарплату вы согласны, все ли вас устраивает, как вы там видите свое будущее, свою карьеру. То есть какой-то такой разговор состоится. Вот. И еще вот по работе тоже хочу предупредить. Для тех, кто ждет предложения, может быть, связано с командировкой, либо вы хотели бы найти работу в другом городе, в другой стране даже, может быть, вот что-то наклюнется, и будет казаться, что да, это мой вариант, но чтобы вы раньше времени чемоданы не собирали, там вариант какой-то скользкий, я вас хочу предупредить. Там, да, возможно, но не так быстро, как вы хотите. И если вам какое-то время не будут отвечать на ваши письма, либо на ваши телефонные звонки, это не значит, что вам отказывают. Это значит, что просто люди не готовы вот здесь и сейчас вам это место рабочее предоставить. Возможно, должно пройти гораздо больше времени, пока там все уладится, пока они с вами там договорятся, обсудят все моменты, и вас уже позовут и пригласят. Так, еще, я уже говорила, да, у вас тут подарки от людей идут. Здесь прям, смотрите, сколько людей, и все вот к вам что-то несут. Возможно, возвращение долгов, возможно, возвращение каких-то вещей. Просто могут подарить что-то вам, могут с вами чем-то поделиться. Ваш любимый человек может вас чем-то порадует, то есть что-то купит домой, либо что-то купит для вас. Это может быть и кольцо, а может быть там, не знаю, торт, да, там огромную коробку суши купит.
вы, например, любите, он об этом знает, и вот постарается вас чем-то порадовать. Так, будут радовать, причем радовать вас будет много людей. Возможно, у вас, кстати, на этой неделе день рождения, и вы, допустим, не хотите отмечать, но люди знают, и люди хотят сделать вам приятное. Вот каждый что-то вот приятненькое вам сделает. Так, еще кто-то найдется в социальных сетях. А здесь человек вот через паутину к вам идет. Может быть, какой-то приятель, приятельница, там, сокурсник, бывший коллега, школьная любовь. Вот кто-то вас найдет. И тут прям такой у вас задушевный разговор состоится. Воспоминания, как будто бы вы погружаетесь. И, кстати, от этого разговора какая-то правда откроется. Возможно, какие-то вещи из прошлого не дают вам покоя. Может быть, вы об этом долго думали. А вот человечек возьмет вам все и расскажет. То есть, как прям новость, но такая новость ошарашивающая немножко. То есть, неожиданно для вас это откровение будет. Так, еще. Здесь какой-то не очень приятный сюрприз, даже не сюрприз, скорее как неожиданность. С чем-то вы столкнетесь, причем это связано с какой-то кражей, пропажей, заимствованием и даже, возможно, с каким-то пиратством, не знаю, что-то ваше, либо вы увидите, да, что кто-то ваше что-то взял, присвоил себе, будь то работа, будь то какие-то умозаключения, да, либо какие-то разговоры. Ну вот кто-то под вас косит, причем это делает очень халтурно, и вас поразит то, что вот человек берет ваше, этим пользуется, и у человека от этого результат такой, какого не было у вас. И вот прям станет не по себе от этого. Значит, мои хорошие, ну, знайте, что временный успех — это еще не успех. И то, что человек так успешно ваше присвоил себе, это не значит, что ему это пойдет впрок и во благо. Такое обычно очень быстро заканчивается и не несет себе никакого позитива, а несет полное разочарование и потери. Вот, чтобы вы понимали. И то же самое, вот если у вас соперница есть, да, мужчина там переметнулся, например, и вот прямо она ходит такая вся гордая, показывает вам, что да, вот смотри, вот знаете, что это временная ситуация, ничего там хорошего не будет, потому что нельзя выдавать себя за того, кем ты не являешься. Так, еще что-то мне очень нравится погода. Это погода именно, не могу понять, что конкретно, либо какой-то сильный ветер, либо какие-то осадки, что-то будет происходить. Но берегите себя, конечно же, старайтесь действовать, да, по ситуации. Если вам не нужно совершать каких-то действий, лучше из дома не выходить. Вот. Либо планируйте свой маршрут с учетом, с корректировкой на погодные условия. Не могу четко сказать. То ли ветер, то ли какой-то вот прям дождь, может быть. Что-то будет происходить. Это не для всех, это для кого-то вот именно отыграется погодные условия. Так, у кого-то поездка идет, но это как конец недели, поездка, может быть, на отдых, может быть, на дачу. Куда-то вы едете, либо будете планировать эту поездку. И что-то пойдет, возможно, не так, не по плану. Возможно, даже придется перенести день, либо не в том составе, как вы хотели поехать. Что-то произойдет. Но, мои хорошие, не омрачайте себя. Все идет, как должно идти. То, что вам не нужно, отваливается, если задерживается ваша поездка, либо если какие-то корректировочки вносятся. Но здесь вот больше как воля судьбы идет. Возможно, вас от чего-то оберегают, либо защищают. Бороться с этим, ну, это дурное дело, оно неблагодарное. Пытаться что-то там переделать, поделать, либо там обидеться, это тоже, знаете, ничему хорошему не приведет. Если у вас хороший настрой такой боевой, ну, дождитесь удачного момента и едьте. Вот. Тут больше как идет мне защита вас от чего-то, с чем вы могли бы столкнуться, поедете вы раньше, либо поедете вы с тем или иным человеком там совместно. Вот, может быть, какая-то неприятность бы была. А так вы поедете, как планировали, все хорошо будет. Так, еще не очень понятно, тут, наверное, тоже соседи, либо родственники.
Здесь какие-то разборки будут происходить, но не с вами, а вокруг вас. Ну вот кто-то с кем-то будет разбираться, какие-то претензии, прям какая-то вот потасовка будет происходить. Но это как гром. Гром где-то вдалеке там погремел и прошел. Не лезьте туда, не лезьте, они там сами все разберутся, помирятся, подерутся, помирятся, там какой-то бесконечный процесс. У вас есть дела поважнее, займитесь собой, займитесь своим отдыхом, своей внешностью, своим здоровьем, да, вот именно занимайтесь собой. Так, кстати, старайтесь больше отдыхать. И будет все замечательно. Мои хорошие, неделя интересная. Не отказывайтесь от тех даров, которые к вам идут. Занимайтесь собой и следите за своими денежками. То есть не совершайте каких-то прям неодуманных, горячих покупок. И все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.